Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом турецкого десерта под названием ıslak кек. С перевода означает влажный тортик. Этот тортик действительно получается очень влажным, также тает во рту, он очень мягкий, чем-то напоминает брауни, но в отличие от брауни в тесто здесь не добавляется шоколад, а заменяется какао, а также поливается специальным сиропом. Друзья, если вас интересует данный рецепт, то давайте уже приступим и поехали. Для теста нам понадобится мука, стакан муки, стакан сахара. Дальше нам понадобится полстакана подсолнечного масла. Нам понадобится стакан молока, 4 яйца. Друзья, если яйца у вас большие, то можно и 3. 2 разрыхлителя и какао 50 граммов. Это 3 столовые ложки с горкой. Давайте уже приступим. Сначала мы в такую вот емкость кладем наши яйца, затем я буду посыпать сахаром и будем на миксере взбивать примерно минуты 2, пока наш сахар не растает. То есть сахар с яйцами должны превратиться в однородную массу. Посмотрите, буквально минуты 2-3. Дальше добавляю масло подсолнечное, молоко и венчиком хорошенько перемешиваю. Дальше, друзья, берем нашу муку, обязательно должны просеять, и в 2-3 оборота будем постепенно добавлять нашу муку. Посмотрите, вот таким вот образом. На этом этапе мы используем именно венчик, так гораздо удобнее. Дальше, друзья, я добавляю 2 разрыхлителя. Почему именно 2 пакетика? Потому что у нас тортик должен получиться изнутри такой воздушный, пузырчатый. Из-за этого я добавляю 2 пакетика разрыхлителя. Каждый пакетик у меня по 10 граммов. Дальше я добавляю 50 граммов какао. Также добавляю какао постепенно. Сначала 1/3 часть, затем перемешиваю. Затем потихоньку буду всыпать, чтобы дальше, когда я буду все это хорошенько перемешивать, чтобы не было комков, нужно ложить какао постепенно. Никуда не торопимся. Готовим наш тортик с любовью, без спешки. Вот такая вот масса. Друзья, будете смотреть, я вот таким вот образом проверяю. Мне кажется, что тесто немножечко жидковатое, поэтому я еще добавила 1 столовую ложку муки. То есть это опять-таки зависит, сколько яиц. Если 3 крупных яйца, возможно, у меня было бы тесто нужной консистенции, но так как у меня 4 средних яйца, мне показалось, что тесто немножко жидкое, поэтому я добавила 1 столовую ложку муки еще сверху. Будете смотреть, проверять. Дальше форму я предварительно помазала растительным маслом. И в форму уже наливаю наше тесто. Вот таким вот образом провожу венчиком, чтобы было однородно. Дальше отправляю в духовку, друзья. На разогретую до 180 градусов духовку отправила я на минут 25-30. Дальше для поливки у нас тут 1,5 стакана молока, сахар,
чуть больше половины стакана сахара я добавила, полстакана подсолнечного масла, дальше какао 50 граммов, это 3 столовые ложки с горкой, друзья. Но сегодня так получилось, что какао у меня закончилось, а магазины сегодня закрыты в Турции ввиду карантинных мер. Мне пришлось добавить шоколад черный, горький шоколад. У меня здесь как раз таки 50 граммов. Так что, друзья, если какао вдруг закончилось, можете добавить горький шоколад. Как сделала я. Дальше я, конечно же, включила газ и постепенно, помешивая венчиком, буду доводить нашу пропитку до состояния, когда она уже закипит, она станет немножечко загустелой. Посмотрите, как только, друзья, закипит, помешивая, мы должны еще прокипятить минуты 2-3. Посмотрите, он у меня закипает. Дальше еще минуты 3 буквально. На среднем огне кипятим и сразу же выключаем огонь. Друзья, посмотрите, наш тортик уже приготовился. Теперь буду его сразу же разрезать. Такой один момент. Я не жду, пока тесто остынет, а сразу же приступаю, сразу же разрезаю на такие вот кубики. Сейчас покажу. Можете разрезать как вам удобно, в разные фигуры. Может, вы хотите в ромбик, но у меня вот именно такие вот квадратики. Тесто еще у меня не остыло, друзья. Также я буду поливать сейчас сиропом. Сироп также у меня горячий. Имейте в виду. Сначала делаю вот такие вот движения вилкой. Посмотрите. Такие вот отверстия получаются, чтобы наш сироп хорошенько впитался в тесто. Делаем вот такие вот манипуляции вилкой. Дальше будем наливать наш горячий сироп. Посмотрите, вот таким вот образом равномерно мы распределяем наш сироп. Еще раз повторюсь, сироп у нас горячий. Не надо ждать, пока оно остынет, наливаем сразу в горячем виде. Дальше, друзья, можно по своему желанию оформить тортик. Я вот оформляю сейчас кокосовой стружкой. Также, как идею, вам могу предложить поставить сверху клубники, вдоль порезать клубнику, и также можно оформить с киви, тоже будет смотреть очень даже красиво, с черникой можно подать, то есть на ваше усмотрение. Можно посыпать фисташковой мукой, то есть у кого что есть дома, и это, конечно же, зависит от вашей фантазии. Можно также посыпать какой-либо посыпкой. Все в ваших руках. Друзья, сейчас я вот собираюсь взять один кусочек, такой один момент. Можете подождать минут 10, пока тортик остынет, а можно и не ждать. Я вот сразу же, буквально прошло 2 минуты. Он такой нежный. Сироп успел так быстренько впитаться, посмотрите. Друзья, если вам понравился рецепт, я буду рада, если вы поставите свои лайки. До скорой встречи и пока-пока.